Салем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео «История Казахстана», которой не было. Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажут, покажут. Перед просмотром, друзья, не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные ролики. Смотрим, друзья. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза, ну хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен, но казахи и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее, и, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза. Вот в данном случае Казахстан арендовал у Советского Союза территорию в конкретном количестве этой территории. Случайным образом 100% своей территории. Но это как бы уже детали процесса. 100% своей территории. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД? Ну, хорошо. Берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный, Алма-Ата и все остальное, и уходите. Они скажут, а у нас не остается территории, куда уйти. А мы-то здесь при чем? Вы тут нищеброды арендовали у нас квартиру. Потом вы решили с нами поссориться. Проваливайте с нашей квартиры. Проваливайте с нашей квартиры. Тогда бы на юге была бы тишина. И никаких республик в Средней Азии. Среднеазиатский федеральный округ. Главный город Верный. Сегодня у него чужое название Алма-Ата. Мой родной город. Вы придумали. Создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности никогда. Он ее создал. В этом смысле он для постсоветского пространства уникальный человек. И для Казахстана тоже. Казахстана просто не существовало. Ну, все правильно сказал. Там Россия, Уральск, Семипалатинск, Петропавловск. Причем есть Казахстан. Казахские племена кочевали там, в Средней Азии. И там все было перепутано. Где киргизы, где казахи, где каракалпаки, где там туранцы, муранцы и так далее. Но государства с границами, с правительством не было. Это все создала искусственно советская власть. В этом выпуске вы узнаете, действительно ли Казахстана не существовало до Советского Союза, сколько земель было отдано казахам большевиками, что общего между Мумбаи и Алма-Атой, и кто на самом деле является исконным хозяином казахской степи. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получить уведомления о следующих выпусках. Под видео можете написать, какую тему вам бы хотелось увидеть в дальнейшем на этом канале, а мы начинаем. В одном из своих видео я уже упоминал о Кипчакской или Половецкой степи. Тогда мы обсуждали, какое значение она имела в этногенезе многих тюркских этносов и создании татарской государственности в частности. Значительную часть нашего континента занимает так называемая Великая степь. От Монголии до Дуная тянется полоса из полей и пустошей. В таких условиях не так легко было создать в нашем понимании стабильное государство из-за отсутствия естественных границ. И потому настоящими хозяевами в такой местности становились кочевники. Сегодня она нам снова понадобится, ведь ее большую часть занимают земли нынешнего Казахстана, а кипчаки стали одним из составляющих компонентов в ходе возникновения казахской нации. Многие из вас знакомы с таким понятием, как половцы, из недавнего выступления Путина, что за последние месяцы уже успело стать мемом и объектом насмешек.
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу, коронавирусную. Вместе мы все преодолеем. Конечно же, никакой России тогда еще и в помине не было. Тут дедушку явно занесло не в ту степь. Точно не в казахскую. Ведь славяне на этих землях появятся как минимум только спустя несколько сотен лет. Но именно с этого момента мы и начнем наше повествование. Начиная с XI века устанавливается постоянный контакт между восточными славянами и половцами, что по совместительству являются и кипчаками. Изначально отношения не заладились, ведь славяне двигались с запада на восток, а кипчаки с востока на запад. Обоюдные набеги и походы сменялись заключением союзов путем женитьбы славянских князей на знатных половчанках. Так все шло в течение 200 лет, пока на востоке не появились еще одни кочевники, называемые тогда монголами. Не существует единого мнения о том, каков был этнический состав этих кочевников, но наиболее объективно сказать, что это была смесь из множества азиатских племен под командованием династии чингизидов. Как нам известно, сначала поход Джеба и Субэдэя, а после нашествия Батыя поставили восточных славян в зависимое положение, именуемое также монгольским игом. Так ситуация выглядела вплоть до конца 15 века. Особенностью монгольской власти было то, что зачастую они не уничтожали местные династии, а вместо этого активно способствовали их господству в своих землях с условием подчинения монгольскому начальству. Сейчас подобный стиль политического деления назвали бы автономиями. Считается, что это был как один из основных аспектов живучести единой династии на столь масштабных владениях, так и одно из объяснений, почему государство чингизидов так внезапно и благополучно поделилось на множество улусов или областей. Наиболее известным для славян является улус Джучи или Золотая Орда, возникшая на осколках единого монгольского государства. Так вот, восточная его часть, находившаяся на землях нынешнего Казахстана, также имела свою автономию, а после падения улуса Джучи она становится ничем иным, как независимым казахским ханством. В 2015 году в Казахстане отмечали 550-летие со дня основания казахской государственности. Кстати, ни для советских, ни для нынешних российских ученых это не новость. Они об этом знают и даже пишут книги на эту тему. В целом я ответил на основную дилемму, был ли Казахстан до Советского Союза. Но если вы хотите знать, как так получилось, что у русских государственность появилась позже, чем у казахов, а также что за махинации с казахскими землями были в Советском Союзе, не забывайте поставить лайк, подписаться и оставить под видео свой отзыв об этом выпуске. А мы едем дальше. Алма-Аты, что с 1927 по 1997 год был столицей Казахстана, действительно основан как казачья станица. Дело в том, что еще в X веке тут существовало кыпчакское поселение, но с годами оно было оставлено. В ходе экспансии в Азию российского государства в 19 столетии на этом месте основывается Заилийское военное укрепление, позже ставшее казачьей станицей. Сейчас мы слышим высказывания о том, что якобы казахи дали ему чужое название, и вообще это русское поселение. Но знаете, что самое забавное? Мало того, что постановление от 1921 года, изданное коммунистами в момент, когда Казахстан был в составе Советской России, так еще и в самом документе сказано: на собрании представителей города Верного и уезда
при участии представителей Турцика было принято постановление о переименовании города. 5 февраля 1921 года город Верный был переименован в город Алма-Ата по названию местности, на которой он расположен. Историческое название местности Алматы было трансформировано в Алма-Ата. То есть, как мы видим, даже большевики не сомневались в том, что настоящее название этой местности – Алматы. А то, что всего 70 лет до этого здесь основали казачью станицу и назвали ее по-своему, не делает эту землю казацкой или российской. В качестве аналогии хочу напомнить вам о мегаполисе на западе Индии под названием Мумбаи, кстати, тоже носившим чужое название до 1995 года – Бомбей. Ситуации очень похожи. На этом месте также были поселения, но нынешний Мумбаи, таким как мы его знаем, был основан англичанами в 1672 году. Они его основали, завезли туда колонистов и сделали одним из наиболее выдающихся мегаполисов во всем Индостане. Да и под властью англичан он был не 70 лет, как Алматы, а целых 275. Как вы понимаете, даже нет смысла сопоставлять ту цивилизацию, что оставили англичане в Мумбаи, и то, что досталось казахам от колонистов в Алматы. Ну а сейчас самое главное. Вы можете допустить, чтобы английские политики называли Мумбаи своей исконной землей и кичились бы тем, что они оставили после себя? А им есть чем похвастаться, в отличие от нашего с вами постсоветского экономического состояния. Думаю, что это лишь показывает, насколько мелкие замашки у наших с вами политиканов. Все-таки следует понимать, что чем больше кто-то напоминает о том, какой он значимый, влиятельный и сильный, тем меньше он этому соответствует. Возможно, все дело в зависти. Если вы хотите быть шовинистом и мечтаете о создании великого государства под своим единоличным началом, то неплохо было бы, чтобы ваши подчиненные были хуже вас. Поэтому нужно убеждать всех, и себя в том числе, что ни у украинцев, ни у белорусов, ни у балтийских наций, ни на Кавказе, ни в Центральной Азии никогда не было государств. Там вообще не было цивилизации, да и людей там не было. Ничего не было. Мы там все заселили, мы там все создали, а потом пятая колонна убедила их, что они не одно и то же, что мы. Но как убедить казахов, что они являются младшими и беззащитными, если казахская государственность появилась еще до того, как восточные славяне избавились от монгольского ига? А если казахи узнают, что они и были частью этого монгольского государства, что установило иго над московским княжеством, так вообще тогда все попытки будут тщетны. Кстати, активная экспансия и возвышение московского княжества осуществлялась с позволения монгольских господ. Сейчас бы такую политику назвали коллаборационизмом. То есть осознанное и умышленное взаимодействие с оккупантами и помощь установить власть над соседними славянскими племенами. Это тема для отдельного выпуска. Каким таким чудом захолустье по типу Москвы смогло подчинить себе куда более влиятельные Новгород, Владимир, Галич и так далее. Может быть, все дело в умении лебезить и заискивать с тем, кто сильнее тебя. Но сейчас эти умения называют дипломатией. К моменту, когда Московское княжество захватит Новгород, подчинит соседей и в 16 веке объявит себя царством российским, казахское ханство уже почти как 100 лет существовало. Но сейчас, возможно, какие-нибудь фанатики заметят. Как же так? Ведь в 1862 году в Новгороде был возведен монумент тысячелетия России. Сейчас объясню.
Это потому, что ныне стало модно отождествлять российское государство с Киевской Русью, но она имеет точно такое же отношение к Руси, как и казахи к кипчакам. И там были племена, участвовавшие позже в этногенезе каждой из наций, но сказать, что жители Руси русские, это то же самое, что сказать, что кипчаки это казахи. В таком случае казахи могут с чистой совестью называть своими земли всей Половецкой степи. Как вы понимаете, это необоснованный фанатизм. Но тогда почему необоснованным фанатизмом не считают свои высказывания высшие должностные лица в Москве? Вот восточнославянские племена. Вятичи, поляне, волыняне, палачане, словени и так далее. Если кто очень сильно убежден, что это все обман, и русские существуют уже 1200 лет, то пускай мне покажут, а где тут собственно русские. Их тут нет и быть не может, так как этногенез восточнославянских племен начнется только спустя несколько столетий. А именно русские, как отдельная нация, появятся только в российском государстве, но до него еще как минимум 500 лет. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, огромное количество российских земель, Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну что ж, давайте назовем эти несметное количество земель. Для начала узнаем, а где же находилась столица казахской автономии? Алматы? Нет. Шымкент? Тоже нет. Может быть, Акмолинск? И снова мимо. И столицей казахской автономии, и одним из очагов казахского национального движения был Оренбург. Здесь в 1917 году состоялся Всеказахский съезд и была объявлена Алашская автономия. В течение 2 лет ей даже удавалось пытаться выживать на фоне столкновений белого движения и большевиков. После вхождения в Советский Союз Оренбургская губерния была отделена от казахской автономии, а столицу сдвинули на юг в Ак-мечеть. Стоит отметить, что казахская автономия имела общие земли с башкирской автономией, и политика большевиков была довольно понятной. Нужно было создать между ними какую-нибудь российскую область, чтобы в случае отделения Казахстана за ним не последовали автономии Поволжья. В видео о татарской государственности я называл этот аспект как один из основных поводов для отказа от желания независимости в 90-х годах. То есть, как видите, Казахстан не только не получил, но вместо этого только лишился своих земель за годы Советского Союза. Что же касается южной границы, то здесь действительно было очень много изменений. Каракалпакская автономная область в 1925 году была включена в состав казахской автономии, но позже была отдана Узбекистану. Что же касается восточных земель, отмеченных светло-желтым, то их отдали Казахстану по итогу национального размежевания, эдакой попытки большевиков установить границы в степи, что в случае кочевых племен всегда заканчивается пагубно. По итогу этого соглашения появилось больше конфликтов, чем было до этого, выступающие по сей день в качестве бомб замедленного действия. В советские годы Казахстан лишь уступил часть своих земель в пользу российского государства, не получив от него ничего взамен. А вот установление южной границы имеет отношение только к государствам Центральной Азии, но никак не к Москве. Все обсуждения Казахстан будет вести со своими южными соседями, если в них возникнет такая необходимость. В любом случае, мы сейчас живем в 21 веке, где цивилизованные нации соблюдают и уважают установленные политические границы. Потому то, что было когда-то,
нужно помнить, знать для понимания пути этногенеза своей национальности и становления своего государства. Но это не дает никому никакого повода для высказывания шовинистических лозунгов по отношению к своему соседу. Так как если каждый вспомнит о своих национальных землях, человечество снова окунется в хаос. Уважайте себя и уважайте своих близких. А на сегодня у меня все. Мир вашему дому. Друзья, ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите. Очень интересно и правильно, и все по полочкам разложил, да. Уважать, во-первых, в первую очередь надо своих соседей. В любом случае. И я согласен с автором, что если мы будем вспоминать моменты, да, когда еще динозавры бегали, может, будем вспоминать, то мир точно будет в хаосе, потому что, ну, печально вообще очень печально наблюдать за тем, что есть такие моменты, да, где высказывают, вот пытаются как-то высказать неприязнь к своим соседям, люди это все подхвачивают, люди в это верят, те, что не знают историю, а большинство людей не изучает, не знает историю, и они верят в те высказывания, которые сидят, да, в верхушке там и представляют себя каких-то историков или еще что-то, и высказывают вот такие вещи. Люди подхватывают это, и вот с этого начинается вражда между людьми, вражда между народами, потому что они не начинают доказывать те одно, а те другое, не зная правду. Услышав одну сторону, не разобравшись в информации, начинаются различные обвинения. С автором канала я полностью согласен. Друзья, очень интересно, все рассказал, по полочкам все разложил. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Друзья, обязательно в комментариях напишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходит все по вашим заказам, друзья. Берегите себя, до встречи.